поток. Я правильно понимаю, что господин Шредер, который является, ну просто, давай говорить прямо, агентом влияния Путина открытым, он просто открыто симпатизирует Путину, владеет парой десятков голосов вот лично в Бундестаге? Ну, он бывший канцлер от социал-демократов, и поэтому, естественно, есть целый ряд политиков, которые на него лично ориентирован, которых он приводил в партию и которые с ним связаны. Я бы не торопился бы клеить такие ярлыки относительно агентов влияния. Ну, он открыто это говорит, это же не какая-то не прослушка какая-то. Не, я понимаю, ну то есть здесь говорить про агента. Безусловно, Шредер заинтересован в финансовом успехе Северного потока и Газпрома. Вне всякого отношения сомнения. И, ну, то есть он точно то, что называется Путин-Ферштейр. Но я лично считаю, что Шредер все-таки, да, он немецкий политик. И он понимает, что результатом строительства Северного потока будет резкое усиление Германии в Европе. И он не может про это тоже не думать. Ну, я не процитирую тогда господина Трампа, которого многие не любят, и я в том числе, как политика недопустимого во многих смыслах. Но он сказал: вы мне извините, друзья европейцы, он конкретно к Ангеле обращался, но и к немцам. Вы мне рассказываете, что вам нужны американские войска, чтобы вас защищать, и вы даете Путину деньги на то, чтобы он наращивал свои войска, чтобы на вас нападать. Как вы живете на этих двух стульях? Я лично господину Трампу за эти слова аплодирую, потому что я считаю, что строительство Северного потока – это крайне деструктивное действие, которое дестабилизирует прежде всего Европу. Конечно, оно вредно и для Украины, но оно не столько вредно, как здесь принято об этом говорить, но это точно дестабилизирует Европу. Но оно дестабилизирует тем, что оно очень сильно усиливает Германию. Но с точки зрения финансового потока, про который мы говорим, это высказывание как минимум неточное, потому что от строительства Северного потока объем экспорта российского газа не увеличивается. Он по-другому перераспределяется, кому за что платится. То есть раньше часть транзита, соответственно, получала Украина и еще ряд других транзитных стран, которые находятся по дороге, и Польша, и Словакия, и Венгрия. Сейчас эти деньги будет делить консорциум компаний. При этом этот консорциум компаний деньги за это будет получать, а заплатила за строительство Северного потока исключительно Россия, российские налогоплательщики. И если, соответственно, посмотреть финансовый баланс, что является в итоге для Российской Федерации, то для Российской Федерации строительство Северного потока – это потери. Это политическое оружие, геополитическое оружие. Это оружие воздействия на Украину, и это оружие влияния в Европе. Но финансово это затрата, а не прибыль. Керченский мост такой. Ну да, это затрата, а не прибыль. Поэтому, когда Трамп говорит о том, что вы таким образом финансируете что-то дополнительное, это не точно.